Проснулся мой сладкий, проснулся. Полгода назад Лима Зингирова впервые стала мамой. Сына назвали Дамиром. С рождения малыша кормила грудным молоком. Но после выписки молоко стало пропадать. Пришлось перейти на импортные смеси. Я очень благодарна этим смесям, потому что я знала, что многие мамочки, с которыми я общалась, у них неправильно была подобрана смесь, и у детей постоянно была сыпь. То на одно, то на другое. А, соответственно, лечение осложняется тем, что у ребенка на фоне аллергии другую смесь вводить не разрешают чаще всего. Сейчас в магазинах около 95% заменителей грудного молока – это продукция из США или Европы. Правительство России решило развивать отечественное производство сухих молочных смесей. Поручение Минсельхозу дал вице-премьер Алексей Гордеев. Нужно, чтобы хотя бы 50% на прилавках были отечественными. Практически во всех регионах сегодня работают молочные заводы, которые производят детское питание. Вот у нас, например, очень много производится односельных молочных заводов. Сейчас наступило время, когда мы можем уже у себя создать промышленность по производству и сухих детских смесей. Российских производителей новость порадовала. По словам специалистов, изменения могут положительно сказаться и на кошельке мамочек. Конкуренция поможет уравнять цены на товар. Наличие собственного производства – это практически единственный шанс избежать проблем, связанных с безопасностью, и избежать роста цены. Мы сейчас очень сильно зависимы от транснационалов. По большому счету, наличие российского производства сдерживает рост цен. В июне этого года Роскачество провело оценку 21 марки сухих смесей из 11 стран. По результатам безопасными оказались все. В составе не обнаружили антибиотиков, тяжелых металлов и токсичных элементов. Что же касается качества, то самым худшим по составу оказался заменитель грудного молока из Нидерландов, самым лучшим из Беларуси. Хотя по цене первый дороже. Будут ли российские смеси соответствовать зарубежным гипоаллергенам? Этот вопрос больше всего волнует женщин. Если такие смеси у нас сегодня производятся и есть эти заводы, то, конечно, можно говорить о запрете, потому что дети наши, очень многие страдают аллергиями на те или иные продукты. Все, конечно, индивидуально. Специалисты же горой за грудное кормление. Если разбирать состав, то адаптированная смесь – это смесь на основе коровьего или козьего, то есть молока животного происхождения. И, естественно, молоко грудное, мамино молоко – это те белки, жиры и углеводы, которые абсолютно комфортно всасываются в желудочно-кишечном тракте ребенка. А какому виду кормления дают предпочтение казанские мамы? Оба ребенка у меня до 2 лет грудное вскармливание. Я все-таки считаю, что там сплошная химия. Мы, да, за натуральное питание. Я кормила и малюткой, в общем-то, и нутрицией кормила. Особого, честно говоря, разницы я не заметила. У нас грудное вскармливание, слава богу. Но не всем так везет. У кого-то молоко не приходит, тогда выручают заменители. По мнению мамочек, главное, чтобы в магазинах всегда было из чего выбрать и по разумной цене. Зарина Ахметова, Ринат Сафин, Вадим Илларионов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.